Бәріне сәлем, менің атым Дүйсенбек Айбек. Мен Зияткер хайскулына бірінші четвертьтен бастап келген болам. Осы мектепте көбінесе маған ұнағаны апайлардың саған отношениясы, тағы бәрі балдар жақсы, және қалай айтсам екен, бәрі сенімен араласқысы келеді, бәрі ақылды және өз-өздеріне серьезный адамдар. Және мен тағы мектептен басқа футболмен айналысам. Оңтүстік футбол академиясына қатысам. Ол академияда 2022 жылдан бастап барып жүрмін. Футболда айналысқаныма 10 жылдан аса болды. Соған қатар көптеген жетістіктерге жеттім. Тағы көптеген қалаларды, көптеген елдерді аралап, көп нәрсе көрдім. Соған қатар Құдай қаласа келесі жылы академиядан шығып, контрактқа қол қоюға армандап жүрмін. Мен 10-шы К классында оқимын. Өз классымды жақсы танып алдым. Балдар өте жақсы, қыздарда және өте сен мынандайсың деген нәрсе жоқ. Осы кішкентай арада бір-бірімізге жақын болып алдық, бір-бірімізді танып алдық және бір-бірімізсіз жүре алмай қалдық та. Менің сынып жетекшім Әсел Дәуітбековна, оған көп рахмет. Бір айда тәрбиелеп, бізбен бірге болып жүргеніне көп рахмет. Мен Зияткерге ауысқан себебім, в первую очередь я бы сказал то, что я бы хотел тут получить хорошее образование, и во-вторых, тут хорошие учителя. Мне посоветовали эту школу, потому что тут популярные, так скажем, выпускники, которые набирали по IELTS там 8, даже 7, 9 баллов. Поэтому я загорелся этой идеей и хотел попробовать себя в этом и также поступить на хороший грант. Звонок тоже хорошо исполнен в народном кюе. Самое главное то, что оно на казахском. Филипчук Игорь Леонтьевич, я старший тренер 2009 года команды Ю-17, Академия Оңтүстік. Значит, в этом году я принял 2009 год команду. Мы с ней участвуем в чемпионате РК по Федерации футбола Казахстана. Значит, на данный момент идем на первом месте. Дүйсенбек Айбек, значит, у нас играет атакующего полузащитника на позиции десятки. Креативный, быстрый, думающий игрок, техничный, хороший удар, хороший дриблинг, финты. В принципе, я доволен его игрой в этом году. И будем надеяться, что в перспективе из него получится хороший футболист. У нас в академии следующий год, значит, планируем участие в Пуджи лиге, этот возраст. У него хорошие данные футбольные есть. Главное, чтобы он характер проявлял до конца. В принципе, в этом году я доволен его отношением к футболу, к тренировкам. Посещение тренировок, выкладывается в каждой тренировке в игре, старательный, приносит пользу команде. В Алмате у нас 4 игры было, это последний тур у нас в сентябре был. Там играли с лидером Алашем, сыграли в ничью с ними по ходу. Еще провели 3 игры, 2 выиграли, 2 ничьи, одну с лидером. И благодаря этому сейчас мы находимся на первом месте. Осталось 3 игры у нас сейчас. Жалпы футболмен мен кішкентайынан бастап айналысам. Әке-шешем 5 жасында берген. Сперва мои родители дали чисто, чтобы я чем-то занимался. Уже когда вырос, где-то в 9 лет, я уже понял то, что без футбола, я не могу представить свою жизнь. И уже начал профессионально заниматься. Благодаря этому посетил очень много стран, такие как
Португалия, Испания, Турция, Италия. Еще в Португалии мы заняли 3-е место среди всех команд. Там были такие команды, как Академия Спортинга, Боруссия Дортмунд и Арсенал. Мы Арсенал обыграли со счетом 5-0. Это было в 2019 году. Сейчас мы уже, так скажем, на одном уровне. Надеюсь, что мы на одном уровне. И вот в будущем хочу уехать за границу и играть за хороший клуб, за хорошие деньги, чтобы помогать своим родителям финансово. Полагаю, что в следующем году я подпишу контракт и буду платить за свое обучение. В целом просто хочу, чтобы мои родители гордились мною и знали то, что у меня все получится, и то, что я смогу оправдать их надежды. 25 октября у нас пройдет турнир среди частных школ по футболу. Мы очень сильно к этому готовимся, так как в прошлом году Зяткер тоже выиграл этот турнир. Мы уверены, что опять сможем стать чемпионами во 2-й раз. И тренерский штаб готовит сильный состав, чтобы выиграть все игры беспроигрышно и заполучить свой трофей. И самое главное – это поднять нашу честь, честь школы Зяткер. Что о тренировках, я хочу сказать, что это не все так просто пинать мяч, забивать голы. Это в первую очередь ментальная подготовка. Ты должен готовиться к каждому матчу, как к финалу, как к битве. У тебя должен быть дух победителя. Ты должен доказывать тренерам что ты номер 1 в своем деле, и своим партнерам что ты лучший, что ты лидер. Должен за собой тащить команду. Во-вторых, это техническая подготовка, насколько ты хорош в обыгрышах, можешь отдать передачу точную или создать пространство для партнера. Это все учитывается в каждом тренировочном процессе. И тренера смотрят, насколько ты лучший, и если ты лучший, могут тебе доверить место в составе, и ты можешь там закрепиться. Третье – это физическая подготовка. В футболе это играет очень важную роль. Твоя выносливость, твоя скорость, насколько ты сильный в единоборствах, на дистанциях. В футболе очень много кардио, там очень много бегают. В среднем профессионалы за тайм бегают 6-7 километров. В Лиге чемпионов, в английской премьер-лиге. В нашем футболе, я думаю, что мы можем дать битву как и в молодежном, так и в больших возрастах. Дополнительно по футболу я еще занимаюсь легкой атлетикой, хожу в зал. То, что очень важно для футболиста, иметь хорошую мышечную массу, физическую силу, быть готовым к травмам. Учитывая все это, я хожу в тренажерный зал и готовлю свое тело к профессиональному спорту, потому что любительский и профессиональный он очень сильно отличается своим темпом, своей скоростью. Там тебе не дают даже принять решение. Ты должен принять решение в профессиональном футболе за полсекунды. То, что это очень важно, ты должен это учитывать и быть подготовленным к этому.
Құрметті зияткерліктер, бүгінгі жеңіспен қайттан құттықтаймын. Екінші чемпион болдық. Директордың қойған мақсатын орындап, өзіміздікін алып қашып кеттік. Ойын жалпы тартысты болды, көп эмоция, күш кетті, нерв кетті. Это все перебороли. Вот, альхамдулиллах, первое место среди частных школ. Думаю, директор, мы все рады этому результату. Главное, выполнили свою задачу и все, выиграли. Больше ничего не могу сказать.